Всем привет, дорогие зрители! Вы снова в гостях у нас на деревенской кухне. Да. Я за кадром с камерой. Я не буду ничего удалять этого же. Пускай так и будет. Давно уже у нас съемок не было, вот и что-то Маша не постоянно... нахожу слов. Да. Маша просто много у Маши на улице работы. Она там потом устает и готовит всегда на скорую руку, а сегодня это уже... Тоже на скорую руку хочет приготовить что-то, что я еще не пробовал ни разу, но с виду вкусно. курица, говорит, обычная, с помидором я тебе приготовлю. А я говорю, а я сегодня буду снимать, покажу. Ну, поснимаю, и может кому-то тоже зайдет, да. И я попробую. Курица-то, ну как сказать, курица, наверное, она и курица, просто что-то еще хочет туда залить, Маша. Вот. А я буду снимать. Вот. Овощами, да, и помогать Маше болтовне, так сказать. Болтать у меня получается больше ничего не могу. Ну что, расскажи там немножко, из каких я взяла продуктов? Бедро. Вот тут бедро, да? Бедро зеленецкое маленькое, кусочки, не надо уже их и отделять. Но очень маленькие. Вот. Здесь где-то 700, где-то 800 грамм получается. А может даже и не все ты положишь. Ну, посмотрим. Ну, я вижу на столе вот 2 луковицы, помидор штук 5, 4 яйца. Да. И что ты сейчас будешь делать? Сейчас сначала обжарим бедро. Масло сейчас нальем в сковороду, пусть она разогреется. И потом обжарим с 2 сторон. Угу. Так, сначала я это все посолю. Да, я люблю, чтобы... Пресную еду я не люблю. Я люблю... Почему-то вот привык с детства соленое. И соленое ем. И Машу, кстати, тоже приучил к соленому. Так, включаем плитку. Масло растительное наливаю. И пусть она разогреется. А между делом можно порезать лук, давай, Маша. Да. Так. Берем луковицы, средненькие луковицы. И режем. Так, у нас масло он уже разогрелось, даже стреляет уже. Сейчас кладем курицу. О, бедрышки. Жаровня называется это, Маша. Жаровня. Да, жаровня. Новая жаровня. Ну вот. Это осталось. Это уберу. Лишнее. Так. Пока жарится. Пусть лук уже нарезали. Значит, мы это все переворачиваем. Румяная корочка уже есть. Сейчас пусть с этой стороны потом обжарится. Так. Вон какая красивая корочка образовалась. Сейчас сюда добавим лук. И лук тоже будем обжаривать.
Огонь немножко убавили. Так, значит, пусть обжаривается лук вместе с курицей. Лук немножко обжарили. Я сейчас закрою крышкой на пару минут. Пусть тушится оно. А сейчас я буду резать помидоры. Середину эту убираем. Так, и режем помидоры кубиками. Ну, вот так примерно. У нас 5 помидоров. Вот это все режем так. В доме аромат от курицы уже идет очень вкусный. Маша режет помидоры, чтобы добавить потом это жарко, или как называется правильно, я даже не знаю. Вот. А я хочу, ну вот, приближается же Пасха, давайте. Да. Скоро уже Пасха. Хочу вот поговорить вот насчет Пасхи, вот какая она была у нас в детстве. Во время нашего детства СССР же, да, было? СССР, и это все что-то забылось людьми, не очень-то. Но все равно. У нас Пасха переводится по коме Уджидлун, то есть большой день, если дословно перевести. И это все почиталось. И я помню, как к этому дню мама всегда готовила что-то, выпекала, и ну, всякие вкусняшки, яйца крашеные, всякие вкусняшки там из мяса что-то сделала, дичь всегда, например, суп из глухаря, жаркое из зайца. А у вас как вот, Маша, была? Как вот, Маша, мама поваром была, да, всегда, наверное, вкусняшки, всегда что-то пекла, бабушка. Блочки, да. Бабушка яйца красила всегда от лука, шелухой от лука. Такие белые яйца, они такие красивые становились. Угу. И пекла очень вкусные шанишки. Тоже. С утра на стол всегда приносила. В основном это такая готовка, такое радостное, вкусное утро. И рассвет. А ты смотрела рассвет, когда... Один раз, наверное. Один раз всего, да? Да. Удалось посмотреть. А все потом, когда это не просыпаюсь. Ну, опаздываю. На Пасху солнце, говорят, очень играется, красиво. Вот в воскресенье надо вот с утра как-нибудь вот да, поставить... ты будешь спать, устанешь и будешь спать. Нет. Во сколько вот только там солнце это... Где-то в районе, наверное, 4. После 3 уже светло. Ну, светло это не значит, что рассвет. Придется сесть возле окошка, да. И уснуть там. Ждать, дожидаться. Не знаю, какая погода у нас потом будет. Но у нас здесь лук уже готовый, да. Сейчас сюда добавляем помидоры. Так, наши помидоры. Поперчим все это. Так. Так. Брызнем сюда. Приправу для курицы вот добавим. И немножко потом еще овощи посолим. Так. И все размешаем пока вот это. Вот так. Все размешаем. Так, и пусть минут 10 потушится у нас это все. Так, крышкой закрываем. И пусть потушится. Помидоры мы положили и вернемся к нашей
нашему детству, нашей Пасхе. Ну, как и говорил, что вот велась такая политика при СССР, что от церкви отходили. И, например, я не знал, что такое, что есть куличи. Ты вот, Маша, знала, что тоже нет? Да, Ну, у нас наши обычно... не пекли. Да, у нас не пекли, у нас пекли простую выпечку нашей. У меня мама, у тебя бабушка и мама. Пекли простую выпечку, ну, яйца красили, да. А между тем кулич, вот хочу сказать, кулич это как бы символ тоже, вот символ Пасхи, как бы возрождения, что ли, вот. Тесто сначала, он уже дрожжевое даже, он раскисает, потом все, ну вот раскисает это тесто, а потом вновь как бы поднимается, он, кулич же высокий, поднимается такой, вот, это как бы символ. И яйцо тоже, яйцо символ, что, например, вот гроб, да, он закрытый, а внутри жизнь. Понимаешь? Вот так. А сейчас уже более-менее все возрождается, это все ближе становится, ну, кто хочет, естественно, но, конечно, это во время СССРовских времен это много отошли от этого. Отошли. Я не знаю, правильно это, неправильно. Думаю, все равно вера нужна для человека. Любая вера, она для человека дает какую-то, наверное, пользу, надежду, жизнь дальше жить. Что эта жизнь не бессмысленна такая. Вот. Я так считаю. Но Маша у меня хорошо относится к вере. Она ходит, ну, по возможности, конечно, при современной жизни тоже это надо всегда уделять время, чтобы выкроить время во время работы, чтобы сходить. Ну да. Но на праздники, когда такие великие праздники у нас, я ставлю свечку, Ну да, зажигаю свечку, молитвы читаю тоже так же. но это хорошо, это нужно, но вот Иисус сказал, что приходите в храм, это мой дом. Вот. Но по возможности, Некоторые по любой тут возможности. у нас Нившеры против этого храма. Ну, и тоже говорят, что вот там был колдун Тюба, колдун такой, и он сказал, что, говорит, и почему-то все приводят пример, говорит, вот будет стоять храм, и жизни в Нившере не будет. Так он не так говорил. Он говорил, что он не назвал причину, что жизнь будет разваливаться, Нившере, что этот храм причина будет. А он сказал, что в это время просто храм будет. Вот храм в это время будет. А то, что он есть или нет, жизнь все равно развалится. Если развалится, она развалится. То есть храм, она не причина этого. Что этот храм? Кому плохое это сделал? Никому. Яйца разбиваем. Ну, вроде бы там у нас курица уже приближается, ну, Маша посмотрела, да, скоро уже, да? Да. И приготовится, она мягкая будет. Готовим До там готовности. до готовности курицы, да. А тут вот я этого не знаю. Что из этого получится? Но Маша так уверена, что будет, говорит, вкусно. И Почему не будет вкусно? Яйца же обжариваем же в этом. с помидорами. С помидорами, да, очень вкусно. Но она хочет залить вот это все жаркое яйцом. Ну, перемешать яйца. И так. Что должно быть тоже вкусно. Так, чуть-чуть посолим. И размешаем до однородного состояния. Угу. А потом уже, наверное, через 5 минут уже будешь ложить, ну, Да, туда, налью. в жаровню. Вот у нас все как тушится. Там ни грамма воды нету. Это сок из, получается, с лук вот клали туда, помидоры. Это все
собственном соку, да. Да, здесь воды нету. Да. Ну, сейчас, через несколько минут, уже потом яйца нальем сюда. Ну, у нас это готово. Так, сюда вливаем яйца. Так, можно размешать это все, а можно так оставить. Ну, так, и пусть закроем. Пусть все схватится. Ну, друзья, примерно, наверное, уже готово все. Схватилась, Маша, нет? Ну да. Сейчас будем класть на стол нашу вкусняшку от Маши. Запах Аромат. очень вкусный, да. Аромат очень вкусный. Аромат такой по дому, да, вкусный. Сейчас вот сюда положим. И сейчас вот Маша откроет крышку и посмотрим, какая красота у нас. Там курица. Вот зеленью Маша немножко посыпала. Курица. Все это залито взбитым яйцами. Помидоры. Лук. На вроде шакшуки получается, но не шакшука. Жаркое такое. Ну так, друзья, вон небольшую порцию для проверки. Мясо, сок. Будем проверять нашу вкусняшку. Вот такая вкусняшка получилась. Мясо там, помидоры. Такая вкусняшка. Запах приятный. Очень. Ну что, Маша сейчас будет пробовать. Давай, Маша, пробуй свою вкусняшку. И меня угости. Заодно у меня так есть на тарелочке. Я просто поснимаю у Маши. Ты мясо попробуй. Вкусно. Вкусно. Мясо успелось приготовиться или нет? Ну, думаю, успела. Там время уже достаточно такое. Мягко. Мягкое, да? Ну-ка, дай этот кусочек мне. Прям попробую. На. Вкусно. Ну-ка, яйца. Вкусно. Реально, что тут скажешь? Вкусно? Очень вкусно. Молодец. Я уж думал убедить Машу, чтобы она туда вместо яиц картошку положила. Она говорит, нет, я буду яйца класть. Ну что? Вкусно. Вкусно. Мне понравилось. Очень мягкое. И с приправой все это сделано вот с куриной приправой. И вкус вообще приятный. Да. Ну мы, друзья, продолжаем кушать нашу вкусняшку. Все это очень вкусно. Так что советую приготовить. Готовьте. Вот меня Маша... Вон барсик, видите? Барсик там просит. Смотри, что делает, а? Вот бессовестный. Он не голодный, он рыбу кушает каждый день. Сейчас весна. Мужики рыбу ловят, меня угощают и барсику перепадает. Ну, перепадает тоже. Ну что, с наступающей всех с Пасхой, с великим праздником. Постараемся в Пасху что-нибудь заснять и выложить. А пока вот что есть у нас. Поделились таким... Я еще, честно, не ел, Маша, вот курицу с яйцами вот так. Именно так, тушеную. Очень вкусно, нормально так. И сейчас я буду тоже уплетать за милую душу, да. И, как говорится, ну, я себя снимать уже не буду, как я буду кушать. Но это вкусно, мне понравилось, я честно говорю. Очень легко делается. И да, недолго. и, кстати, очень быстро. Время недолго. Ну, скажем, там 40 минут.
Ну, сначала мы хотели готовить курицу, думаю, пораньше приготовиться, просто уже, чтобы наверняка, чтобы курица мягкая была. Мгм. Вкусно. Не понравилось. Так что советую приготовить всем. Всем до свидания. И с наступающей Пасхой. Пасхой. Да. Всем, Всем мира, добра, любви, позитива. да, всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. И там барсик якает тоже там. Уже. Да. Да, пока. Мгм.